Жизнь, как пьеса в театре, важно не то, сколько она длится, а как хорошо сыграна. Я думаю, что следующая наша героиня со своей ролью справилась на все 100%. Знакомьтесь, мастер спорта международного класса по женской борьбе, судья международной категории Юлия Бумбошкина. Она попробует освоить новый для нее вид спорта – стрельбу из национального бурятского лука. А поможет ей в этом тренер Республики Бурятия по стрельбе из национального лука Дмитрий Галсанов. Я родилась в Бурятии, это моя родина. Каждый из нас приходит на эту землю, чтобы оставить свой след. Я из спортивной семьи. Мой папа заслуженный тренер России по вольной борьбе. Моя мама мастер спорта международного класса, многократная чемпионка СССР по стрельбе из лука. Нас трое дочерей в семье, и так получилось, что из нас троих только я занималась профессиональным спортом и по сей день занимаюсь в этой сфере. Нас трое дочерей, и я занялась борьбой, получается, а мама моя хотела, чтобы из трех дочерей кто-нибудь занимался стрельбой из лука. Но так не старшая, чуть-чуть постреляла младше, но профессионально никто не занимался. И когда я была маленькая, мама мне много рассказывала о своих поездках, где она была за границей, как это интересно, мне это было очень увлекательно слушать. Но почему-то к стрельбе из лука у меня как-то не лежала душа, потому что здесь нужна такая усидчивость, терпение, чего у меня нету. Я такая энергичная девушка и постоянно в движении, поэтому мне по душе пришлась вольная борьба. Но повзрослев, я уже начала осознавать, что это наш национальный вид спорта, бурятская стрельба из лука, и я начинаю понимать, что мне это становится интересно, и хотелось бы попробовать себя на этом поприще. Так, если честно, если получится, то как-нибудь можно было выступить где-нибудь на Сурхарбане, а может быть и Алтагане, кто знает. Сделаю подарок своим родителям, своей маме сделать приятное. Ну и, конечно же, все равно для себя мне это интересно. Собственно, само название Сурхарбана, как мы привыкли к нему с советского времени, как раз указывает на непосредственно стрельбу из лука. Сур, значит, суры, вот они, так, и харбан, что значит стрельба. Сейчас некоторые дискуссии идут о том, чтобы наш праздник Сурхарбан дать ему более широкое название, для того, чтобы учитывать интересы борцов, значит, участников скачек. Но, в принципе, нас, лучников, устраивает и такое название. Пусть этот праздник останется, скажем так, в истории под этим названием. Брусничный дух
черемухи дыхание, лилового бамбакульника настой. Известно такое слегка легкомысленное отношение к луку, как к оружию, ну, потому что на сегодняшний день мы имеем там и огнестрельное оружие, там и ядерное и так далее. Но если заглянуть в историю, лук фактически это вершитель истории. Монголы изобрели так называемый составной лук. То есть это не была уже банальная палка, согнутая, как говорится. Лук состоял из нескольких слоев. Туда, значит, варивались несколько слоев сухожилий, значит, роговые пластины. Многие историки сходятся на том, что успех чингисхановских кампаний предопределил именно вот этот вот составной монгольский лук. Потому что монгольский воин, тренированный с монгольским луком, мог поражать противника на таких расстояниях, на которых сам для них оказывался неуязвимым. И фактически вот эта мобильность, значит, монгольский конный воин плюс использование этих луков позволяли монгольской коннице, не приближаясь на расстояние для того, чтобы оказаться в зоне поражения противником. Во время атак использовались также и звуковые стрелы. То есть, грубо говоря, на стреле вместо наконечника сверлились под особым углом отверстия, и сверла превращалась в такой свистящий снаряд. И когда одновременно выпускалось большое количество таких стрел, значит, в воздухе стоял гул, что, естественно, очень подавляло психику противника. У бурят суры шились из плотной ткани, и особое отношение к содержимому. Обычно это шерсть косули или других диких животных с очень крупной остью. Почему? Потому что если это, значит, шерсть с подпушком, она хорошо воспринимает влагу, и когда турнир идет во время дождя, суры намокают, становятся очень тяжелыми, и их сложно выбить за 2-метровую зону. Таким образом обозначена. Нужна для чего? Для того, чтобы очко было засчитано стрелку, сура после попадания в нее стрелы в обязательном порядке должна оказаться за этой линией. В любом другом случае, даже если, значит, сура сюда прикатилась и под действием ветра или травы и так далее укатилась обратно, в этом случае очко стрелку не засчитывается. Ну, в этом есть некоторая интрига такая, потому что бывает такое, что попадание хорошее, значит, ну, чуть не в то место суры ударила, она, значит, перед стрелой разворачивается, и к разочарованию стрелка, значит, дежурящий здесь пока делает ему такой жест, что, значит, выстрел не засчитывается. Вот вы видите суры разного цвета. В центре такой цилиндрик с кисточкой. Это так называемые ласти. Попадание в него приносит стрелку наибольшее количество очков, то есть 3 очка. Так, рядом выделенные цветом красные суры. Попадание в них, значит, приносит стрелку 2 очка, а все остальные суры, значит, приносят стрелку по 1 очку. Также перед линией, на которой расположены суры, отмеряется 2-метровая зона. Так, здесь или проводится черта,
или, значит, другим образом отмечается. Почему? Потому что если стрела падает, значит, до этой черты, ганга так называемая, и после этого попадает в суру, сура вылетает, в этом случае очко также не засчитывается. Если сура вылетает после того, как стрела, значит, попала в середину зоны, после этого отлетела и выбила, значит, у нас очко там или два, в этом случае стрельба, в этом случае выстрел стрелку засчитывается. За сурами, значит, из оленя устанавливается защита, которая, значит, находящихся там дальше защищает от стрел. Ну и в конце концов стрела после попадания в суру может пролететь еще порядка там 30-40 метров, для того, чтобы за ней туда не ходить, как говорится. Вот это дело у нас и используется. Şayranda da cügürüp şeytan aktı ağala Kıyık dilip biyedip hiç balasın ağala Bül 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 Ayran şayranda Вот наш бурятский лук. Здесь специально вырез рукоять, для того, чтобы было удобно его удерживать. Скажем так, по-физкультурному ставишь на ширину плеч. Левая рука вдоль корпуса вытянута. Значит, кости располагаешь таким образом, что как бы в упор сюда, чтобы ни сюда смещения не было. Правой рукой захватываем тетиву со стрелой, утягиваем руку и вот такое движение к середине подбородка. Значит, прицеливаемся по плоскости, значит, тетивы и вот по плоскости лука, вот по этой. Значит, их совмещаем, и вот здесь такая есть резиночка, она служит для того, чтобы, значит, вывести лук на уровень цели. И после этого производится выстрел. То есть, ну, элементарно говоря, просто пальцы распрямляешь. Это я говорю для начинающего лучника. Потом, конечно же, выпуск это дело очень ответственное. Руку левую вытягиваем, плечо максимально ниже опускаем. Все то же, что в классическом луке, как говорится. Так. И натягиваем. Составляющая стрельбы, которая заключена в самом человеке, в самом стрелке, она очень велика. И даже из спортивного лука, несмотря на стабилизаторы, прицельные приспособления и так далее, все равно, значит, успех стрельбы в большей мере зависит от стрелка, от его техники, от его тренированности и от его чувств. Стрельба из лука, по сути дела, медитативная такая практика. Допустим, во многих видах спорта иногда победа вырывается, значит, за счет финального спорта, когда человек, значит, выкладывается на все 100%, это сопровождается там эмоциональным подъемом, там, физическим взрывом. Для того, чтобы одержать победу в стрельбе из лука, напротив, стрелок до самого последнего выстрела должен сохранять сосредоточенность. И вот благодаря этому, наверное, благодаря тому, что стрельба даже у опытных стрелков иногда непредсказуема, благодаря этому стрельба из лука имеет свое очень большое спортивное как будущее, так и большой спортивный интерес представляет для любого человека. Потому что, прикоснувшись к стрельбе из лука, придя в стрельбу из лука, невозможно достичь какого-то совершенства.
после чего сказать, что все, я постиг стрельбу из лука, мне здесь уже неинтересно, я ухожу, как говорится. Это очень дело сложное, требующее самоотдачи, требующее самоконтроля. Ну и самое главное, очень интересное дело. Юлия Бумбошкина выпустила 2 стрелы И 2 раза попала. и 2 раза попала. Сейчас будет 3-я. Может быть, я буду чемпионом Барканы? Запомните этот момент, это история. Как вам ваша ученица? Ваши Но подопечные. на удивление, просто на удивление, все-таки Он думает, что я не большой понял. спортивный стаж, общая крепость. В принципе, это сплошная реклама спорта. Надо сказать, Да. талантлив человек, талантлив во всем. Я уверен, что в самое ближайшее время мы увидим Юлию Бумбошкину среди участников турнира по стрельбе из национального бурятского лука. Сила воли и целеустремленность поможет этому человеку добиться новых высот в новом для нее виде спорта. Спорт наших предков. Смотрите, и вы узнаете многое.